В эфире новости, главные события дня. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. В Якутии начались ежегодные отчеты госвласти. Первые правительственные делегации уже выехали в районы. 6 проектов для развития общественной инфраструктуры в селе Крест-Хальджай. Жители предложили идеи проектов, которые нашли отклик у односельчан. Бескомпромиссные бои. Более полусотни спортсменов приняли участие в чемпионате республики среди юношей и мужчин по смешанному единоборству. Силовикам дадут право сбивать беспилотники. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому дронам запретят летать над критически важными объектами, вроде электростанций, химических производств, портов и вокзалов, а также в небе над футбольными матчами, концертами или фестивалями. У полицейских и других правоохранительных ведомств появится законное право сбивать или отбирать у владельцев залетевшие не туда дроны. Согласно законопроекту, разрешается подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления и взимать у владельцев всю систему или отдельные ее части. При этом в Госдуме заявляют, что поправки не вводят новых запретов. Их цель – упорядочить законодательство и урегулировать вопросы безопасности. Минпросвещение России после ДТП в Калужской области обсудит с регионами обеспечение безопасности перевозок детей. К решению этого вопроса планируют привлечь межведомственную рабочую группу, курирующую реализацию федеральной программы повышения безопасности дорожного движения. Напомню, что накануне утром в Бабынинском районе Калужской области перевернулся автобус с детьми, которые ехали из Смоленской области в филармонию Калуги для выступления в конкурсе. По последним данным, 7 человек погибли, среди них 4 детей. Всего в автобусе находилось 48 человек, все они получили травмы. По факту ДТП возбуждено 2 уголовных дела. В Якутии начались ежегодные отчеты исполнительных органов госвласти республики по итогам 2018 года. Первые правительственные делегации выехали в Алданский, Вилюйский, Сунтарский и Усть-Алданский районы. Отчеты правительства на Алданской земле стартовали еще в воскресенье, закончатся 6 февраля в городе Алдане. 3 февраля отчет правительства заслушали жители села Кутана. Сегодня они разделились на 3 подгруппы и выехали в села Чагда, Хатыстыр, поселки Нижний Куранах и Ленинский, города Тамот и Алдан. Кроме того, в населенных пунктах Алданского района состоятся приемы граждан по личным вопросам. Также группы сегодня выехали в Вилюйский и Усть-Алданский районы. Напомним, в субботу, 2 февраля, на национальном телевидении дан официальный старт отчету исполнительных органов государственной власти региона. Впервые отчет состоялся в новом формате, в прямом эфире. За время эфира поступило 304 вопроса. Сегодня Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом. Цель этого дня – привлечь внимание людей к глобальной проблеме, напомнить об опасности раковых заболеваний, а также снизить смертность от рака. В России по итогам 2018 года было выявлено 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, что на 20 тысяч больше, чем в 2017 году. При этом всего на онкологическом учете в нашей стране состоит 3 миллиона 630 тысяч человек. Молодые ученые-онкологи из Якутии разрабатывают панель генетических маркеров, определяющих высокий риск развития рака легкого среди населения республики. Они позволят определить группу риска у здорового человека, приводящие к этому заболеванию, что поможет в будущем избежать развития этой коварной болезни. Подробности у нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Ученые уже нашли несколько достоверных мутаций, по которым можно выявить риски развития этой болезни. К рискам в первую очередь относится курение. Большинство больных раком легкого – курильщики с многолетним стажем. Ученые пока не хотят раскрывать свои первые разработки. Боятся, что конкуренты скопируют идею. Мы ведем тесную работу с якутским онкологическим диспансером, где набираем материал у больных раком легкого. Но люди охотно соглашаются. К сожалению, не всегда. Мы же не можем просто брать кровь у человека больного. Мы должны спросить его согласие, информационное согласие. Но не все соглашаются, больные. Поэтому у нас проблемы с сбором материала и очень мало людей
набирается. По данным статистики, ежегодно в Якутии выявляется 350 новых случаев болезни рака легкого. В структуре заболеваемости и смертности эта болезнь занимает первое место во всем мире. С конца прошлого года онкобольные переехали в здание клинической больницы, и пациенты получили возможность лечиться в просторном здании. У нас отделение на 60 коек, и 10 человек из них с раком легкого. Сегодня наука не стоит на месте. Ученые всего мира постоянно разрабатывают новые подходы и методы лечения раковых образований. Фарида Даутова уже 12 лет борется с раком. Сейчас, во-первых, новые препараты. Они современные. И эти схемы, да, они как бы нам продлевают жизнь. Понимаете, вот, мы как бы полноценные приходим, проверяемся, смотрим, где-то, если что-то это самое, нам дополнительно назначают этот препарат. По наблюдениям врачей-химиотерапевтов, азиаты хуже переносят химиотерапию, чем представители европеоидной расы. Если генетические маркеры, к примеру, европейцев уже давно изучены, то изучением якутских генов пока еще никто не занимался. Определение мутаций на генном уровне, отвечающих за обезвреживание ядовитых веществ в организме человека, станет настоящим прорывом для якутской медицины и позволит индивидуально подбирать химические препараты для лечения онкобольных. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. В Якутии зимовка скота и лошадей проходит стабильно по сравнению с прошлым годом. По информации Министерства сельского хозяйства, в республике поголовье крупного скота составляет 185 тысяч голов лошадей и более 170 тысяч. На сегодняшний день в лично-подсобных и сельхозкооперативах появилось более 3000 телят. Если в прошлой зимовке в это время было поставлено более 53 тысяч голов лошадей, сейчас эта цифра сократилась в 2 раза. Но в то же время в некоторых районах недостаточное количество грубых кормов. Это связано с неблагоприятными условиями прошлого лета. По плану в этом году на зимовку 2018-2019 года в плане стоит перевозка грубых и концентрированных и сочных кормов в объеме около 13 тысяч тонн. На сегодняшний день на местах доставлено 5250 тонн кормов. Поддержка с Минсельхоза, с республики составляет, если вот перевозится извне района, это 60%, а внутри района это 40%. 6 проектов для развития общественной инфраструктуры. В селе Крест-Хальжай Тампонского района жители предложили идеи проектов, 2 из которых набрали наибольшее количество голосов односельчан. С подробностями Нина Ханарова. На общем собрании граждан села Крест-Хальжай в рамках программы поддержки местных инициатив было выдвинуто 6 предложений. От закладки сквера до замены септиков и постройки нового здания пожарной части, ремонту летнего локального водопровода и подключению жилых домов к центральной системе отопления. Мы с моим мужем в 2017 году построили дом, жилой дом, по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». А теперь не можем подключиться к отоплению. Сейчас вынуждены проживать у родителей, где мама, бабушка, брат, мы с мужем и наш ребенок. Когда подключимся, не знаем. В Крест-Хальжае более 70 домов не подключены к центральному отоплению. Особенно это касается молодых специалистов, строящих свои дома по различным программам, и пожилых людей, которым уже физически тяжело и накладно отапливать жилье. Нелегко у нас топить и все делать. Недолго живем, наверное, так что хорошо было бы такой благоустроенный дом. Нынешняя котельная не обладает достаточной мощностью, поэтому было решено поддержать предложение по подключению жилья к центральному отоплению путем приобретения полнокомплектного здания котельной и ремонт локального водопровода с определением доли софинансирования населением. В первую очередь мы утвердили схему местоположения новой котельной. Проект котельной разрабатывает Управление строительства муниципального района, Тампонский район. И в итоге подаем заявку для участия в программе поддержки местных инициатив. Жители села Крест-Хальжай надеются на положительное решение и поддержку этой инициативы в республике. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Тампонский район. Общественная организация «Дуага Ботур» второй год проводит межрайонные соревнования по волейболу в селе Саилык.
В прошлом году участвовали 10 команд, а в этом уже 33 из 5 районов. Впервые присоединились Верхневилюйский, Амгинский, Кангаласский. По итогам соревнования первое место среди девушек и ветеранов заняли вилюйцы, а в мужском зачете победу одержали кобяйцы. В этом году на соревнования приехали более 300 участников. Это уже показывает развитие, уровень проведения этого соревнования. Да? Вот. И надеемся, в дальнейшем будет еще больше команд, более сильных, более подготовленных. Бескомпромиссные бои. Более полусотни спортсменов приняли участие в чемпионате республики среди юношей и мужчин по смешанным единоборствам. Напряжение чувствовалось не только в октагоне, но и среди болельщиков. Тему продолжит моя коллега Анастасия Кобызева. Напряжение в зале, в октагоне, схватка одной из самых зрелищных весовых категорий в ММА – 93 килограмма. Кискиль Ильинов против Виктора Касимова. Падение, удушающий прием и победу вырывает представитель клуба «Триумф» Виктор Касимов на 56-й секунде боя. Победа далась легко, не ожидал такого. Думал, боец будет посерьезнее. Так все вышло. Финальная схватка в весовой категории до 71 килограмма между Маруфом Сафаровым и Джавадом Балагаевым никого не оставила равнодушным. Счет был равным, но во втором раунде Сафаров все-таки выхватил победу. Его соперник еще 10 минут без сознания лежал в партере. 2 раунда бились, раунд закончился, он не встал больше в партере. Я добил его, не знаю, почему он не встал, я сам не знаю даже. Просто отказались от боя, дальше продолжить все. У него давление просто поднялся и все. Надеюсь, все будет хорошо. Турнир проходит с 2012 года. В этом году в нем приняли участие более полусотни бойцов из спортивных клубов столицы и районов республики. У нас без травм, чтобы травмы не было, и люди себя показали нормально. У нас же это бои без правил не бывает, именно с правилами, ограничениями у нас борьба. Поэтому рефери очень хорошо работали, судьи, поэтому травм особых нет. Победители и призеры соревнований войдут в состав сборной республики и будут выступать на чемпионате Дальнего Востока, который пройдет в Якутске 9 и 10 марта. Анастасия Кобызева, Григорий Николаев, Якутск. На этом выпуск новостей подошел к концу. Спасибо за внимание и до встречи в следующих эфирах.